В эфире программы «7 дней плюс», студии Зуфар Давлетшин. Здравствуйте. В этой программе мы общаемся с разными интересными людьми. И у нас сегодня в гостях Оксана Бородина. Это представитель президента Союза офицерских жен по Республике Татарстан, организатор проектов «Жена героя», «Дети героев специальной военной операции» и «Мамы героев Татарстана». Оксана, добрый вечер. Здравствуйте. Добрый вечер. Здравствуйте. Ну, насколько вот я знаю, начиналась ваша деятельность вот с этого проекта, который стартовал в Самаре, да, если не ошибаюсь, «Жены героев», да, вот, то есть вот это фотографирование в кителе мужчины. Вот, как вы, во-первых, оказались в этом проекте? Ну, начнем с того, что я жена действующего кадрового офицера, и, как и все многие женщины, проводила своего мужа на специальную военную операцию. В тот момент он мне сказал: туда и обратно, скоро вернусь. И с началом специальной военной операции наш мир женщин перевернулся. Я могу теперь говорить, что у меня была жизнь до и жизнь сегодня, с 22 февраля, так я скажу, 2022 года, когда мы поняли, что наши мужчины уехали надолго. Тот проект, который автором и основателем которого является Екатерина Колотовкина, это жена командующего 2-й армией, Екатерина Колотовкина, город Самара. Она как-то тоже, накинув на плечи китель, а китель есть у нас у жен офицеров, прапорщиков, контрактников, кадровых, у всех парадный в шкафу, китель, да, парадные кители, которые медали, мы туда все это готовим. Всегда жены участвуют в том, что мы готовим их кителя к какому-то параду, к мероприятиям торжественным. И китель всегда у нас наготове в шкафу. Так вот, Катя, открыв шкаф, скучая по своему мужу, накинула на плечи этот китель, посмотрев в зеркало. И эта мысль, волшебная мысль посетила ее, что вот тот самый проект, который необходимо воплотить, попробуем мы. И вот Самара стартовала со 2 сентября 2022 года с этим проектом, который захватил всю Россию. Во-первых, поддержал его наш президент Владимир Владимирович Путин. Был подарен самарским губернатором фотоальбом с женщинами, которые фотографировались в кителях, самарскими женщинами. И вот этот проект приобрел всероссийский характер, масштабы. Его сегодня заполонили каждый уголок Российской Федерации. В том числе... Фотографирование, да, понятно, да, но вот он изначально был как бы проект более широкий, чем просто вот фотосессии, да? Или он как бы уже перерос сейчас? Ну, это не просто, конечно. Здесь этим проектом мы хотим показать, что мы жены сильных мужчин. Китель, он сакрально несет в себе такую мысль, что он сильный, олицетворяет силу мужества наших мужчин. Каждая медалька, которая находится на груди, на кителе наших мужчин, это сила, вера, надежда на то, что все будет хорошо. Мы все верим в ваши совместные все-таки, наверное, награды, да? Конечно. Многие женщины по гарнизону сколько поскитались, и дети наши сколько школ поменяли. И то, с чем мы сегодня столкнулись, мы были на самом деле не готовы. С таким долгим отсутствием, с ожиданием звонков несколько месяцев, даже в начале специальной военной операции, звонок мужа по-нормальному. Я вот с 22 февраля 2022 года я мужа не слышала до 5 мая вообще. И вот это неведение, агония, неизведанности, она, конечно, терзала. И мы волей-неволей объединились. И на момент того, когда мы узнали о проекте «Жена героя», мы были готовы войти в него, потому что у нас уже было сплоченное движение женщин. Мы уже друг друга на тот момент поддерживали, понимали. Нас было достаточно много, потому что без поддержки никак. Тут элементарные бытовые какие-то проблемы мы решали вместе. И в проект мы вошли, у нас было несколько человек, я только предложила, и мы сразу, значит, прошли все, нашли визажистов, фотографов, студию, создали классный видеоролик. И я в Самару позвонила Екатерине Колотовкиной, связалась с ней,
И Казань вошла на площадку, на электронную площадку этого проекта. В дальнейшем к нам присоединились уже сотни женщин. Сейчас уже есть желающие, которые есть не только в Казани, а по республике Татарстан. Вот начинал все-таки вот именно с жен кадровых военных, да? Вот, Да, это был мой ближайший круг, мой самый близкий, мой актив, я так его назову. Я им только предложила в чате, и, знаете, там минута-две, лес рук. Конечно, мы понимали, что это то, что нам надо сейчас. Это Ну было... и постепенно, насколько я знаю, все-таки уже и жены добровольцев, и мобилизованных, да, тоже присоединились. Вот как вот они сами изъявили желание, или вы как-то предложили? Да, то есть в соцсетях мы создали электронную площадку, я там призываю женщин объединяться, вступать в проект, там есть правила проекта, что требуется, куда обратиться, мой телефон, и мне звонят, и первый, кто, это были, опять же, повторюсь, это кадровые, жены кадровых военных, здесь идет от рядового до полковника, хочу вам сказать, потому что ждем мы одинаково, для всех они, для нас, для всех и для наших семей это герои, наши мужчины герои, потому что они защищают нашу страну, нас, всех, кто здесь в тылу. Ну да, то есть мы имеем в виду здесь вот жены героев называем, да, проект, имеем в виду не только вот тем, кому присвоено звание Героя России, а вот именно для каждого ребенка папа, который там, он герой. И многие дети, малыши, они же не знают, сколько орденов, медалей. У некоторых вообще их нет, у мобилизованных, как бы вот имею в виду дома, даже женщины фотографируются в кителе, в полевой форме, да. Некоторым мы восстанавливаем, потому что или ее нет, или он еще не был в отпуске, не привез. Помогаем в этом, и там нет орденов, это не столь важно. Главное, что в душе для этой женщины ее мужчина герой. Это важно в проекте. Ну вот вы как-то рассказывали, да, мы с вами встречались, что буквально даже вот из роддома встречали, да, там коляски покупали, что тут как-то вот чем занимается вот сейчас вот ваше движение? Да, когда мы поняли, что все стали осознавать, что отставить панику, потому что паниковали все, верните моего, у каждого проблемы нарисовывались, у кого ребенок заболел, у кого чего. Эти проблемы были, знаете, в течение первого месяца начала специальной военной операции. Потом мы собрались, поняли, в том же чате девочки панику отставили, оставьте мужчин в покое, оставьте руководство здесь, войсковых частей, давайте решать, как жить дальше. Понимаем, что есть девчонки, которые вот-вот на снастях, мы объединились, успокоили их, встретили их как нужно, шарики, цветочки, все как положено. То есть, когда мужчины вышли на связь, конечно, они там переживали, я не представляю, что они там вообще, как они испытывали, они понимали, что нет связи, и что там с родными, они понимали, что мы-то знаем, что все это началось, и насколько непонятно. Им-то вообще тяжелее в 100 крат, чем нам, мы-то дома. И вот с этой мыслью мы помогать начали друг другу, когда они выходили на связь, они были настолько счастливы, прямо до слез, в прямом смысле слова, что мы здесь единое целое. Мы встречали с роддома, помогали, ходили пеленать учили. Для некоторых это был первенец. Вот, то есть сегодня я не мыслю своей жизни без этих женщин, без общения с ними, без каких-то посиделок, потому что это моя жизнь сегодня, моя и их. Мы это понимаем. То есть вы часто встречаетесь, да? Достаточно. У нас и видеочаты, у нас собрания, у нас вся та сила, которая в нас есть, мы ее пустили в нужное русло. Мы не просто встречаемся, у нас есть цели каждой встречи. И на сегодняшний день я вот вошла в Союз офицерских жен и стала полпредом, так мы называем меня, то есть уполномоченным представителем президента Союза офицерских жен. И знаете, я горжусь тем, что я вошла в этот союз, потому что мне он дает столько сил. Вот это, во-первых, здесь объединены более 15 городов на сегодняшний день России, где очень сильные духом женщины возглавили тоже определенные движения женщин. Да? Многие из них тоже проекты
жена героя, мамы героев, дети героев создали куча других проектов, которые вдохновляют женщин, дают им силы. И всем этим мы хотим показать нашим мужчинам, что мы именно тот самый надежный и сильный тыл, который и нужно, помогает их вести к победе. Им важно там отдавать, скажем так, отдавать свои силы на то, что они куют победу, да, и понимать, что дома все хорошо. Это главное, это важно. Да, чтобы все-таки не беспокоиться. Вот вы тоже ведь военнослужащий, в прошлом, наверное, уже можно сказать, да, тоже участник боевых действий, насколько я знаю. Да, верно. Не знаю, правильный вопрос, неправильный, что сложнее, там, по ту сторону или по эту сторону? То есть ждать здесь или быть ожидаемым? Вы знаете, я прослужила 20 лет, более 20 лет рядом с мужем, занимала разные должности. Имею 2 высших образования, одно мое гражданское, учитель я была бывшим, и потом получила юридическое, пошла служить. То есть многих мальчишек, которые сегодня там, я их знаю лично, прослужила более 10 лет, много с кем, да. И я почему решила уйти именно сегодня? Я бы, может быть, и служила дальше. Я поняла, что там это одно. А здесь, эту армию поддержки, надо кому-то было поддержать, может быть, даже возглавить, я скажу. И это важно. Здесь, наверное, тяжелей, потому что поддержать не все умеют. Правильные слова найти не все умеют. Потому что каждая женщина, ей тяжело. Здесь в основном тех, кто кадровые военные, у них 2 ребенка, 3, есть у нас многодетные 4, с приемными детьми есть офицеры-прапорщики, которые, в принципе, стабильно служили, прошли школу приемных семей и взяли детей еще на воспитание. И вдруг такое случилось, и жена, как ей быть? Конечно, взявши себя, иногда бывают срывы, а мы здесь рядышком, помогаем обязательно. И это тот фронт, который надо держать сегодня, потому что мужчины должны приехать домой и не слышать капризы, и не выслушивать, как тут тяжело было жене, и только этот позитив, потому что ему ехать обратно. Какие-то, может быть, советы, рекомендации, в те редкие минуты, когда получается пообщаться, с мужем, который сейчас там в зоне СВО, что не знаю, нужно жаловаться, плакать, сдерживаться, может быть, наоборот, раскрыть эмоции, как себя вести Сегодня женщине? надо улыбаться, провожать, встречать только с улыбкой, стараться слезы убрать, потом поплачем вместе. Ему это сейчас ни к чему. Надо быть сильными сегодня. И у нас это получается. Тяжело, особенно провожать туда снова, зная, куда он едет, да? Это самое тяжелое, но мы друг друга поддерживаем. У нас проходят и психологические тренинги. Сегодня очень много делается для семей участников СВО. Но так как мы друг друга поддерживаем, нас никто не поддержит. Тех слов, которые мы знаем, как сказать и как подойти, и в какой момент это сказать, наверное, никто не сможет. Потому что мы близкие, родные сегодня стали. Я все время говорю, девочки, держим себя в руках, улыбаемся, красиво одеваемся с улыбкой, как праздник, как бы тяжело не было. Образ отца никак не должен теряться перед детьми. Детям только самое хорошее. Мы ждем папу. Папа наш герой. Дети тоже должны ждать. И этот образ отца, потому что многие дети растут, не видят отца совсем, от слова совсем. Сейчас, расширился, этот проект, теперь еще и дети, героев. Именно поэтому возник у нас проект «Дети героев», потому что мамочки приходят сфотографироваться, а детишки рядом. И мы решили этим летом с фотографами, нам очень помогает Союз фотографов Республики Татарстан, и мы решили, что лето, такие яркие краски, мы решили из студии выйти на просторы нашей республики. Мы детей фотографировали на улице. Это вообще такой милый, уникальный проект. Дети такие живые, настоящие. И еще с кителем вместе, знаете, тоже до слез, потому что умилительно. И если даже взять у них интервью, так между собой мы спрашиваем,
и каждый ребенок вот с таким воодушевлением, мой папа герой у каждого на устах. Это так важно, очень важно сегодня. То есть вот тот самый патриотическое воспитание, вот оно вот не откуда-то со стороны, а вот именно в семье, вот оно как бы само собой получается, да? Волей-неволей мы оказались в центре событий сегодня в стране. Мы как бы в центре тех событий, которые сегодня терзают нам душу, но мы должны олицетворять только добро, патриотизм, и нести его не только в семье, а выносить его из семьи в массы, чтобы другие это видели, нас поддерживали. И наши воины это знали, что мы их все любим и ждем. Как вот удается вот это все сохранить внутри? Красивые, хрупкие женщины, да? Как удается? Наверное, поддержка друг друга. Это очень важно. Вот, вы знаете, у нас проект «Жены героев» продолжается. У нас буквально сегодня была очередная фотосессия, фотосъемка. Пришли девчонки, в основном добровольцев. Их сейчас очень много, пошли на фронт. И жены тоже вышли из тени, приходят к нам и в общении с нами. Они говорят, вы знаете, нам это надо, общение. Естественно, они к нам присоединяются, приходят с нами на встречу. Очень многие яркие женщины, которые готовы собирать гуманитарную помощь, которые готовы объединяться в какие-то движения, вступать в союзы. Они готовы ехать туда, мужчинам вести сами, сопровождать грузы эти. То есть настолько сильные, и несмотря на то, что у них дома дети, то есть находят в себе силы. И вот, знаете, это прям вот меня лично окрыляет. Я понимаю, что все еще только впереди, идем вперед. Да, то есть не просто вот фотографирование, да, не просто вот посиделки, как вы сказали, это поддержка, да. Вот и сетки вот эти шьют, да, и аптечки, вот, то есть уже чего не было раньше, да, и каких навыков не было, они уже обрели новые. Да, я просто хочу сказать, что опять же все это началось с кого? Плетение маскировочных сетей, движение по сбору гуманитарной помощи. Все это кто начали? Опять же, близкие и родственники участников СВО. Это те люди, которые их поддерживают. И уже потом обычные люди стали присоединяться, потому что добрых людей, отзывчивых людей намного больше. Их все больше и больше. И от этого тепло, и от этого, знаете, счастье от этого. Вот как-то, да, я тоже наблюдаю, что как-то вот это все общая проблема, что ли, бедой уж не назовем, не знаю, оно как-то объединило людей, очень много людей объединилось, столько много знакомств. В каждом храме здесь, вот у нас в Татарстане, при каждой мечети есть женщины, ну, те, которые пенсионеры, да, они приходят, с удовольствием принимают участие. То есть это ручной труд, понимаете, это вот плетение сетей, это цены им нет. А насколько они жизнь спасают ребятам, это уж сами они вам расскажут. Вот по вашим наблюдениям, да, вот сначала какие вот были женщины, да, как они все это воспринимали, какие были мысли, и сейчас вот есть какие-то перемены? Конечно. Ну, в самом начале, опять же, повторюсь, это мы, жены действующих военных, у нас были все стадии и агрессии, и непринятия, непонимания, агонии, безвыходности, все мы их прошли. На тот момент, когда мы приняли ситуацию, это уже началась мобилизация. Мы в свои ряды приняли женщин, чьи мужья мобилизованы. Им было тяжелее, вот это была агония, да. И мы уже, успокоившись, как нам казалось, да, мы начали помогать им. Плюс добровольческие отряды, Алга, Тимир. Эти женщины тоже пришли в проект. Я им очень благодарна за то, что они нашли в себе силы. И вот мы вместе, у нас есть чаты, общение. Многие очень яркие женщины, ну, как-то негативно вначале отзывались, да. Но сегодня у нас мысли только одни. Это поддержка, все во благо фронта. Мы вместе. Победа будет за нами в любом случае. Да, это вот мы слышим, да, постоянно там, ребята вот молодцы. У нас сейчас вот еще и мамы героев, да, присоединились к вашему движению. Да, мы, значит, и Союз офицерских жен стал инициатором проекта «Мамы героев». Я его назвала здесь «Мамы героев Татарстана».
Мамы приходили на проект, и всегда вот такой был вопрос, типа, а почему про мам забыли? И он сам по себе возник, этот проект. И знаете, я очень счастлива, что мы к этому пришли, потому что вот прошла недавно в первые фотосессии именно только с мамами. И большинство из них были мамы, которые потеряли своих детей. Это была тяжелейшая съемка. Мы предполагали, что мы потратим, ну, наверное, часа 3-4 на это, но у нас ушел битый час, потому что с каждой женщиной нужно было поговорить, обнять. Визажисты несколько раз приступали к образу этой женщины, но просто слезы не давали нам приступить к съемке. И мы вот сблизились с многими. Я уже даже в гостях побывала у двоих. Это очень теплая, нежная женщина, которая такая боль внутри. Я поняла, что мы идем правильным путем, мы должны их поддерживать. Это, не дай Бог, вот мне Бог дал 3 дочек, и если кто-то из них мне там не позвонил там какой-то час или на телефонный звонок не ответил, я там себе места не нахожу. А это сына отправить и также ждать, Да, и он не знаю, вернулся, что-то, это, не дай Бог. И только мы можем поддержать их. Мы нужны им. Вот буквально вот 20 октября, если не ошибаюсь, в социальной сети вот вашей, да, на вашей странице видел, что в архив сдаются уже какие-то вещи, документы, да, то есть какая-то такая новая акция. Угу. Это как вот, то есть это всех желающих или только награжденных, вот что это такое? Или там архив сам выходит на связь? Значит, сегодня нам выпала честь. Нам Госархив Республики Татарстан предложил поучаствовать в проекте, который вот в Татарстане с их стороны был инициирован. Это передача личных фондов участников СВО в Государственный архив Республики Татарстан. От Фонда защитников Отечества Гузель Любисовна Удачина предложила мне и моему союзу, женщинам, которые находятся в союзе, одним из первых посетить этот архив, понять, как это происходит, оцифровка личных данных, зачем это нужно. И я пригласила женщин, которые в моем союзе, желающих. Мы посетили и поняли там, что да, сегодня необходимо для того, чтобы будущее потомство наше знало о подвигах наших героев. Мы начнем с погибших, прежде всего. И сегодня через беседы, через личное общение мы хотим призвать женщин, потерявших своих близких, найти в себе силы, вот эти данные своего мужа, который погиб, принести и рассказать, передать, заархивировать, оцифровать то, что потом в дальнейшем будет играть огромную роль для будущего поколения. Да, что все-таки память это сохранилась. Я так понимаю, что потом уже и действующие военные, да? Да, сегодня программа Владимир Владимирович Путин сказал о том, что необходимо всех, не только погибших, оцифровать всех. И поэтому обязательно, то есть на сегодняшний день пока по погибшим данные будут не засекречены, они будут передаваться и в СМИ и так далее. А по действующим это будет под эгидой секретно. И когда будет команда, уже данные будут все собраны. Мы попытаемся, мы будем стараться сделать это в кратчайшие сроки. Вот ваши организации, да, ваши движения, проекты тоже, наверное, все-таки доступ открытый для всех, да, желающих? Да, у нас проект «Жена героя» продолжается. Проект «Мамы героев» у нас прошла одна грандиозная фотосессия. Мы сейчас готовимся ко второй. По планам у нас продолжить «Дети героев». Мы где-то до 1 июня будем вплоть. Все желающие, пожалуйста, обращайтесь. У меня есть страничка «Жена героя» Республика Татарстан. Можете найти меня. В студии мой есть телефон. Всегда приходите, всем мы рады. Что касается проекта «Матери героев Татарстана», мы планируем открытие фотовыставки на День матери 26 ноября. Ждите,
новости у нас на страничке. Обязательно приходите. Маму должны видеть, что мы их поддерживаем и гордимся теми, кого они потеряли в этой войне. Своих Найти любимых вас можно детей. в социальных сетях, да? Да, меня можно найти в социальных сетях. Жена героя, Республика Татарстан, странички. Или Союз офицерских жен. Еще раз хочу сказать спасибо. Ну и Спасибо вам. традиционно, наверное, да, за победу. Победа будет за нами в любом случае. Спасибо большое. С этой верой Спасибо. будем прощаться. До Всего свидания. доброго.